Когда голос – главный инструмент в битве с жизнью за успех, его нужно тренировать как мышцы в тренажерном зале по несколько часов в день, которые для кого-то покажутся рутиной, для Эльмиры Гимидже – очередной шажок к признанию. Постепенно занятием все у него интонированность все улучшалось, и как видите, вот результат у нас сейчас уже поет, интонирует хорошо. Вот. Но есть еще у нас, конечно, некоторые недоработочки. Я надеюсь, что в дальнейшем мы все это отработаем, еще будет лучше. Так скромно данная ученица оценивает ее учитель Энвер Муждабаев. Он руководитель небольшого дома культуры в Краснолесье. Впрочем, ученица Эльмира Гимидже лишь на время подготовки к главному вызову. Она сама преподает детям азы вокала. Монотонная, рутинная, ежедневная работа, но оно того стоит. Пустой зал скромного сельского дома культуры в Краснолесье может в одночасье, как в сценарии «Золушки», смениться на огромную столичную сцену и аншлаг. Оценки будут ставить уже не виртуальные члены жюри. История борьбы Эльмиры Гимидже простая и в то же время не похожа на другие. Уже добившись признания в пении, как примадонна российской эстрады решила замахнуться на покорение столицы и подала заявку на конкурс талантов в Москву. Разместила ролик на YouTube, теперь ждет просмотров. Именно они – ключик к выходу на сцену. В свой успех твердо верит, поэтому уже старый костюм до лучших времен повис в шкафу. Он состоит из натуральных тканей. Орнаменты, вышивки, как вы видите, вышивки в виде растительности. Это головной убор крымских татар, феска. Она еще идет с марамой, но мы ее сняли. Но для новых вызовов нужны новые наряды, и костюм в Москву уже заказан у крымских кутюрье. А вот так коротают напряженные будни перед оглашением результата родные Эльмиры. В телеэкране изучены до секунды любительский видеоклип. На телефоне родственники вокалистки рекламируют грядущий бенефис крымского таланта. Родственники, конечно, все в курсе. Они тоже переживают за Эльмиру. И я думаю, в дальнейшем еще просмотров будет намного больше. Общение с семьей тоже важная часть подготовительного процесса. Так, с зарядом бодрости приходят в тонус поврежденные простудой связки. Немного приболела, слышно по моему голосу. Конечно, мы поддерживаем форму, мы занимаемся, мы готовимся. Я надеюсь, что мы пройдем финал. У крымской певицы еще есть время, чтобы привести в порядок и голос, и гардероб, и эмоции. Конкурс пройдет в середине ноября. И если выступление Эльмиры Гимидже посмотрит большее количество зрителей, чем у ее многочисленных конкурентов, московский зритель услышит Безым-Тарав в аутентичной презентации. А награждать победителей конкурса будут в Кремле. Тарас Брезицкий, Аким Бекиров, телеканал Миллет, Симферопольский район.